ссылку. Три, два, один. Давайте начнем. Да? Всем добрый день. Да? Рад приветствовать вас на финальном мероприятии «Авангард Дальнего Востока». Меня зовут доктор Ахмергун, я сегодняшний модератор данной встречи. Рад вас приветствовать. Действительно, самую передовую, самую активную молодежь нашей республики, которая является, так сказать, венцом ее творения, да, сейчас, на данный момент. Давайте поприветствуем наш экспертный совет. Ли Сергей Львович, это региональный представитель автономной некоммерческой организации Агентства развития человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике. У нас с вами подключен Ильин Александр Александрович, это проректор по внеучебной работе и молодежной политике, руководитель аппарата ректора Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Также к нам подключен через Zoom Пермяков Дмитрий Максимович, это заместитель директора акционерного общества «Затайская судоверие». Также подключена через Zoom Виктория Васильевна Николаева, главный специалист отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. И Чепурнова Наталья Валерьевна, заместитель директора якутского филиала акционерного общества «Полиметалл», управляющая компания. Это наши эксперты. Прошу аплодисментов. Что у нас мероприятие, я думаю, вы ознакомлены. «Авангард Дальнего Востока» — это сообщество лидеров, увлеченных и инициативных молодых людей, которые сами проводят мероприятия, рассказывают в своих аккаунтах в социальных сетях о стажировках, работе на предприятиях регионов, программах «Дальневосточный гектар», «Дальневосточная ипотека». Они пишут историю региона, действительно ее формируют, и, как я уже упоминал, вы действительно являетесь пионерами, да, развития нашего Дальневосточного федерального округа. И поприветствуем наших участников: Донской Михаил Николаевич, Харлампьев Сергей Викторович, Федоров Алексей Васильевич, Варламов Максим Титович, Попова Анастасия Николаевна, Никифоров Рустам Иванович, Иванов Денис Алексеевич у нас участвует из Zoom, Бобровская Евдокия Петровна, Амбросьев Евгений Евгеньевич, Сметанина Валентина Егоровна, Слепцова Ализана Иннокентьевна и Степан Иван Альбертович. Значит, коротко о регламенте, как у нас с вами пройдут дебаты. Тему дебатов вы уже все знаете. Мое видение развития Дальнего Востока для молодежи. Сейчас мы методом жеребьевки, каждый из вас подойдет и вытянет себе какой-то определенный номер. И, соответственно, мы уже с вами обговаривали, тот номер, который выпадет вам, соответственно, в той паре вы и выступаете. Да? Каждому участнику в паре дается 3-4 минуты на выступление, затем выступает следующий оппонент, да? И после этого у каждого будет минута на вопросы, и потом эксперты будут задавать тоже свои вопросы от эксперта, 2 вопроса от экспертного совета. Это займет у вас должны 3 минуты. Соответственно. Ну, предлагаю вам всем, да, конечно. И, конечно, извиняюсь очень сильно, Сергей Львович должен сказать приветственное слово. Да, тут как бы ничего такого нет, да, пафосно, просто не нужно присутствующим озвучить цели проекта и как бы кратко рассказать. Вот, ну, опять приветствую всех участников «Авангарда Дальнего Востока», уважаемых членов экспертного совета. Позвольте от лица Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике поздравить вас с выходом в заключительный этап проекта, поблагодарить членов экспертного совета за то, что нашли время поработать в проекте. И позвольте вот кратко напомню цели данного проекта. Ни для кого не секрет, что население Дальнего Востока в последнее время довольно стремительно сокращается, и прежде всего идет отток молодого трудоспособного населения. Молодежь Дальнего Востока в поисках новых возможностей, лучшей жизни, следуя примеру своих старших друзей, родственников, после окончания школы, вуза, уезжает на запад. Это может быть другая страна, либо центральная часть России.
Вот. Но так или иначе у нас у всех на слуху меры поддержки, которые Российская Федерация оказывает для развития Дальнего Востока, это и, которые вы слышали, Дальневосточный гектар, и льготная ипотека, и открытие новых территорий опережающего социального развития. Вот. И как показывает опыт, прежде всего опыт моих коллег, информационное освещение этих мер как раз по части молодого населения не очень эффективно. И вот для того, чтобы наиболее оптимальным образом донести информацию до молодой аудитории, наше агентство инициировало в этом году этот проект «Авангард Дальнего Востока». Для того, чтобы наиболее подготовленные и активные молодые люди смогли детально транслировать своей аудитории возможности развития Дальнего Востока, перспективы, вектор востребованных профессий, меры государственной поддержки, о котором я уже сказал, и преимущества проживания и работы на Дальнем Востоке. И вот сегодня мы собрались для того, чтобы вот уже путем отбора провести, выявить наиболее активных и амбициозных, креативных людей, которые уже сегодня в очной ставке смогут при помощи дебатов проявить в полной мере свои способности. И наиболее вот такие активные люди, 5 победителей, поедут в Владивосток проходить обучение, так называемый апгрейд, для того, чтобы в дальнейшем уже они смогли справиться с возложенными надеждами и директивами. Вот. И, ну, и в свою очередь, конечно, победители, они, безусловно, получат огромный бесценный опыт, который в дальнейшем им понадобится в своей деятельности. Все, спасибо, желаю всем удачи. Не волнуйтесь, ведите себя естественно. Вот, те, кто не войдет в пятерку, да, как говорится, это тоже для вас опыт. Вот, вы знаете, что там тоже какие почти призы будут. Но самое главное участие. Спасибо. Еще раз приглашаю всех участников сейчас взять, получается, свои карточки. Хотелось бы напомнить, да, что экспертный совет будет оценивать ваши выступления по следующим критериям. Первый критерий – это полнота раскрытия темы, актуальность темы для развития Дальнего Востока. Вторая – это ораторские способности. Третья – оригинальность подачи. Четвертое – использование дополнительных форм донесения информации. И пятое – это эффективность защиты представляемой позиции. Значит, те, у кого цифра 1, да, просьба вас выйти. И для вас сейчас начнется, собственно говоря, первая пара участников. Желаю всем участникам сегодня удачи. И каждый из вас, да, должен распределиться по-джентльменски, да, кто из вас, соответственно, начнет первым. Да, и не забывайте представиться, да, не забывайте представиться. И ваше время, 4 минуты пойдут по вашей готовности. Еще раз хочу напомнить, что когда останется последняя минута, я вам об этом дам понять. Ну, наверное, можно. Время пошло. Добрый день, уважаемые эксперты, добрый день, уважаемые гости, участники данного конкурса. Меня зовут Харлампиев Сергей. Как уже озвучили, сегодняшняя тема развития Дальнего Востока для молодежи. И немного заходя чуть-чуть вперед, да, я хочу рассказать о том, что у каждого из нас есть свои желания, потребности и цели. Исходя из этого, сегодня я представлю вам небольшую схему, такую, которую я нарисовал. Для молодого человека существуют такие потребности, как жилье, работа, перспективы и инфраструктура. Потихонечку мы сейчас по ним разберемся. По поводу, начнем с жилья. Да? Жилья. Сегодня государство нас поддерживает своими программами, как дальневосточный гектар, дальневосточная ипотека. Все мы прекрасно знаем, что это программа, нацеленная на то, чтобы молодежь могла развивать и осваивать свой регион. Не только свой, и регионы Дальнего Востока. В конце 2019 года в России была принята программа «Дальневосточная ипотека». То есть молодые семьи, включительно до 35 лет,
35 лет включительно, могут воспользоваться данной программой, данной ипотекой под 2%. Дальневосточный гектар распространяется на всех жителей, да, не имеет ограничений возрастных. Касательно работы. Работа у нас поддерживается с помощью федеральных программ, как земский врач, земский учитель и земский фельдшер. Сейчас молодежь говорит о проблемах таких, как низкая зарплата и то, что их не берут на работу из-за отсутствия опыта. Нас поддерживают, как представитель молодежи, я вижу это, через программу, вот, как будущий специалист в области здравоохранения, вижу то, что нас поддерживают с помощью этих программ. То есть после выпуска молодой специалист, не имея опыта, да, не боясь о том, что он будет мало зарабатывать, идет по этой программе и устраивается на работу. Также сейчас, с 1 января текущего года, размер подъемных по этим программам был увеличен в 2 раза. То есть с 1 миллиона стали получать 2 миллиона. По поводу инфраструктуры. В 2020 году началось строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта на Дальнем Востоке. Касательно у нас в Якутске, да, за последние 7 лет в системе здравоохранения введено в эксплуатацию 72 объекта. 58 населенных пунктов республики. В одном городе Якутске построено 12 объектов образования. Создание инфраструктуры в населенных пунктах позволяет поднять уровень развития образовательной, культурной, гуманитарной и общественных сфер. Также развитие инфраструктуры позволяет созданию новых рабочих мест. То есть мы ликвидируем и безработицу, и решаем вопросы инфраструктуры. По поводу перспектив. Перспективы в молодежи ставят это семья и ее обеспечение. Также карьера, естественно, да, то есть нас поддерживают как через грантовую систему, через государственную молодежную политику, которая нацелена на поддержку молодых граждан в сфере образования, в области охраны здоровья, содействия и обеспечения прав и гарантий в сфере труда и занятости, содействие молодежному предпринимательству, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. Таким образом, как представитель молодежи Дальнего Востока, вижу огромный потенциал для себя лично и для своего профессионального роста. Считаю, что на Дальнем Востоке, в частности в Якутии, есть огромные перспективы. Государство поощряет и поддерживает наши начинания во благо развития нашей страны. Спасибо. Большое спасибо. Следующий, пожалуйста, ваши 4 минуты пошли. Добрый день, уважаемые гости, эксперты и участники. Меня зовут Варламов Максим, я учусь в Житайском техникуме. Я хотел бы рассказать о развитии медицины на Дальнем Востоке. Эта профессия занимает лидирующее направление, так как она перспективная и актуальная. Молодые специалисты знают, что учиться интересно, и они без работы не останутся. Начнем с цифровизации медицины. Вот каждый из нас преимущественно перешли на дистанционный формат работы или же обучения. Медицина уже подготовилась к этому. Во-первых, это цифровое хранение документов и дистанционный прием пациентов. Это медицина будущего. Благодаря ей мы сможем избавиться от очередей, от лишних контактов с людьми, а также мы получим самое главное – медицинскую помощь, не выходя из дома. Также вы можете сейчас посмотреть в телефоне, есть такие приложения «Медведь», это медицинская, «Медведь медицина», и «Медсеть». Это программа для телефона, благодаря ей можно онлайн, без очередей, записаться нужному врачу и также лично с ним обсудить или же сменить, например, время приема. Также будет создаваться общая база здравоохранения. В нем будет описано вредные привычки, наследственность, предрасположенность и различные заболевания, которые болел пациент. Это удобно, доступно и быстро. Данные будут храняться в интернете, в телефоне, и доступ будет иметь врач. Цифровизация фармакотерапии. Вот, например, человек принимает несколько лекарств, и некоторые лекарства могут вызвать побочные действия. Вот, например,
пациент ходит к пульмонологу и кардиологу. Кардиолог назначает лекарства, которые увеличивают сердцебиение, но суживают дыхательные пути. А пульмонолог, наоборот, сердцу он, наоборот, снижает сердцебиение, но увеличивает дыхательные пути. И получается, два этих лекарства, они становятся бездейственными. А самое худшее, то, что они могут вызвать удушение и смерть пациента. Вот мы хотим сделать так, чтобы искусственный интеллект на математической основе сам подбирал комбинации лекарств и назначал их пациенту. Также я хотел бы отметить, что в Якутске есть первый научный исследовательский центр молекулярной палеонтологии. То есть молодые специалисты могут изучать остатки мамонтов, древних животных, бактерий, вирусов и найти лекарства от болезней и вирусов. Одна минута. Столь сложное время. Это актуально. Также осуществляется стажировка и обмен специалистов. То есть будущих специалистов отправляют в Америку. Также существует программа «Земский доктор». То есть врач может пойти в сельскую местность или же в город на узконаправленную профессию и отработать 5 лет и получить 1 миллион рублей. Также супружеская пара может получить до 2 миллионов рублей, если они оба являются врачами. Дальневосточный гектар. Можно на 5 лет безвозмездно получить гектар для постройки дома, для обустройства дачного участка и бизнеса. Дальневосточная ипотека. Она имеет самую низкую ставку в стране, всего лишь 2%. Максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. На ипотеку можно купить дом или же купить земельный участок и построить дом. Ипотекой могут пользоваться даже те, которые взяли гектар. Мы выбираем будущее в своем регионе. Тоже уложились в регламент, теперь вы задаете вопросы своему оппоненту, у него есть минута на то, чтобы ответить. Я хотел бы спросить, вы пользуетесь ли дальневосточной поддержкой и в каком плане? Спасибо за вопрос. В плане дальневосточной поддержки это имеется что именно? Любую поддержку, которую вы назвали. Сейчас я пользоваться в какой-то мере не могу, да, но я нацелен на то, чтобы взять гектар, допустим, да, для себя в дальнейшем уже освоить этот участок и развиваться дальше. Это в плане личном, конечно, в профессиональном, естественно, пойти по программе, по земскому доктору, скорее всего, или фельдшеру на Дальнем Востоке, естественно. Эксперты могут задать свои вопросы. Хорошо, вы сказали, что вы хотите пройти по программе «Земский доктор», вы для себя какой-то регион определяли? Сейчас на территории нашей республики есть ряд районов, да, в которых уже работает эта программа. И на сегодняшний день более 700 уже специалистов были направлены в сельскую местность, такие как районы Булунский, Алайховский, Верхнеколымский и Среднеколымский. То есть возможностей много, вариантов очень много. В принципе, можно в любой северный район выбрать, да, где мне будет удобно, где мне будет комфортно. А для себя что приоритетом ставите, если вам предложат работу в городе и на однозначной позиции где-то в отдаленных районах, но уже по программе «Земский доктор», какой путь вы для себя выберете? Либо в город, либо сельская местность, да? Там, естественно, поддержка, здесь возможны приоритеты. Нет, ну спорно сказать то, что карьерный рост возможен только в городе, да? Карьерный рост возможен где угодно, то есть сельская местность, и город, да? Конечно, мне кажется, лучше выбрать сельскую местность. Во-первых, это больше практики. Во-вторых, это сейчас развитие сельской местности это очень нужно и очень важно, как в плане инфраструктуры, так как, ну, сами понимаете, у нас есть определенные транспортные проблемы. Вы бы начали с сельской местности. Ну да. Хорошо, большое спасибо. Есть вопросы?
так думаю, пока вопросов нет, соответственно, давайте теперь уже у оппонента вы можете спросить по его выступлению. Закон вопрос-то не задал. Есть? Я не задал свой вопрос. Да. Вы упомянули то, что дальневосточный гектар. У нас сейчас, насколько я знаю, есть такие примеры, когда люди берут гектар и забрасывают в дальнейшем, почему они не могут реализовать свои проекты по этой программе, чего вот им не хватает, на ваш взгляд, почему они забрасывают его? Ну, я считаю, то, что человек, когда берет дальневосточный гектар, он занимает место. И у него есть время подумать, как он может реализовать свои планы. То есть он может там либо создать бизнес, или сделать, например, какую-нибудь базу, или же остаться там жить. Ну, конечно, человеку, для реализации таких планов нужны деньги. По моему мнению, я считаю, то, что люди сначала занимают место, потом платят деньги, и потом этими деньгами они реализовывают свои планы. Хорошо, спасибо. Теперь это экспертной комиссии. Вы в какой сфере учитесь? Я учусь на миграта. Вот аналогично, можно сказать, задать вопрос, да, вот, про работу в удаленных местах. Ну, даже, пускай даже не будем радикально брать там Луцкий, да, Луцк. Даже вот где-то здесь в Корея, в той же Ханге, недалеко от Иркутска, вы понимаете, что там сотовая связь хуже работает, ассортимент продуктов меньше и так далее, да. Если отбросить вот эту меру поддержки земский доктор, да, но у вас будет перспектива более стремительного карьерного роста, что вы все-таки выберете? Наиболее размеренную жизнь в городе с друзьями, с удобствами, либо все-таки быстрый карьерный рост где-нибудь в удаленном месте? Ну, в первую очередь, как медик, я должен помогать людям, где это больше всего необходимо. Я бы выбрал сельскую местность, потому что это, конечно же, перспективнее. Ну, а друзья, отдых, комфортные условия – это второстепенно. То есть профессиональная востребованность для вас на первом месте? Да. Хорошо, спасибо. Небольшое уточнение, вы очень так красиво обозначили тему про цифровизацию, и говоря про цифровизацию, говорили, мы внедряем, мы делаем. Вы имели в виду мы в Якутии, или вы все-таки, обучаясь медицине, все-таки еще участвуете в проектах по цифровизации? Если участвуете, Я имел в плане того, то, что мы Дальний Восток, то есть это наши планы, то, что и нам нужны, конечно же, амбициозные молодые специалисты для реализации таких планов. Хорошо, может, есть вопросы у экспертов из Зума? Дмитрий Максимович. Я извиняюсь, да? Слышно меня? Да, вас хорошо слышно. Вопрос такой. У нас вот Сергей Львович обозначил цель проекта, да, информационное освещение. Вот к участникам вопрос, в какой форме вы видите информационное освещение, ну, имеется в виду, на какой платформе преимущественно, так скажем, все это будет происходить? Это вопрос кому? Какой? Ну, тот же Инстаграм, ВКонтакте или что? На мой взгляд, да? Да, ну, на ваш В плане молодежь сейчас это очень, грубо говоря, это пластилин. Это очень гибкие люди, которые могут развиваться не только в одной сфере. И вот сейчас как раз затронули вопрос именно информационного пространства. Да? Сейчас мы видим, что Инстаграм – это очень популярная вещь.
так как наш конкурс проводился на базе этого. И я считаю, что это одна из возможностей для реализации своих проектов. Вот то, что мы сейчас здесь сегодня все стоим, мы все перед этим делали видеовизитки, делали посты, где мы рассказываем о наших возможностях. Кто-то рассказывал о своих планах, кто-то рассказывал о истории своих знакомых. Инстаграм. Да. Так, Максим. Ну, я соглашусь с Сергеем, что Инстаграм это очень мобильное приложение. То есть нужно делать упор, конечно же, на телефон, потому что телефон есть у каждого, и он достаточно компактный, чтобы носить с собой. И он, конечно же, мобильный, достаточно мобильный, чем компьютер. Вот считаю то, что в телефоне лучше, как основа. Хорошо, спасибо большое, спасибо, Максим. Цифра 2. Не забудьте представиться, как вас зовут, чтобы экспертная комиссия и остальные. Давайте. Значит, кто начнет? У кого есть инициатива? Затем начинаем. Регламент, опять же, напоминаю, 4 минуты. Вашей готовности. Время пошло. Добрый день, дорогие гости, участники, эксперты «Авангарда Дальнего Востока». Меня зовут Степанов Иван Альбертович. Сейчас обозначу себя как владельца дальневосточных гектаров. Сначала будут фактовые речи, а потом я обозначу проблемы, зачем нужно развивать округ и пути решения проблем. Население на 2020 год на Дальнем Востоке бывающее составляет 8 миллионов человек плюс-минус. Это 5,57% населения Российской Федерации, а территории Дальнего Востока занимает 40% от Российской Федерации. Субъектов 11, городов 69, но нет ни одного города-миллионника. Средний доход в округе округляется, составляет 20 тысяч, что на 10% выше среднего по России, а пенсия составляет 9 тысяч, согласно Федеральной службе статистики от 2016 года. Но, цитируя Исаева НД и его проблемы экономического развития Дальнего Востока, можно заявить, что ввиду более тяжелой и интенсивной работы, а также более высокого уровня цен, уровень жизни в целом ниже, чем в среднем по России, ниже обеспеченность товарной массой и выше число бедного населения. По данному инфослайду уже можно выделить следующие проблемы. Тяжелая жизнь, низкое население. Так, зачем развивать Дальний Восток? Я назову, опять же, две причины. Краткосрочная и долгосрочная. Краткосрочная довольно-таки очевидно. На Дальнем Востоке много ресурсов. Вся таблица Менделеева присутствует на Дальнем Востоке. Нефть, газ, алмазы, в конце концов. Большая часть этих ресурсов остается нетронутой из-за низкой плотности населения и огромной территории. Долгосрочная причина, это уже более интересно. Почему нужно развивать Дальний Восток? Потому что Дальний Восток – это будущее России, это нетронутый рай, чистовик. В то время как весь мир разрывает катаклизмы, войны, экологические катастрофы, эпидемии, Дальний Восток остается нетронутым, таким же, каким он был 10 лет назад, 100 лет назад, 1000 лет назад. Как развивать Дальний Восток? Решать его проблемы. Какие были проблемы, мы сказали? Низкий уровень жизни, низкий уровень населения. Решить проблему с уровнем жизни, появится население. Довольно-таки очевидно. Дальний Восток, как и любой долгосрочный проект, он требует времени, чтобы окупиться. Если, например, с каким-нибудь бизнесом это займет 5 лет, то с регионом это займет минимум 50. То есть деньги можно туда вливать еще долго, и ждать нужно будет тоже долго. Нынешних инвестиций хватает только на постоянные расходы, и мало остается на развитие сверху региона. Так как же в таких условиях ограниченных инвестиций развивать Дальний Восток? Ответ вас шокирует своей простотой. Нужно развивать образование и развивать гражданское общество. Исторически так сложилось, что развитие образования может повысить уровень жизни там, где не хватает ресурсов. Если послушать Платона в его книге «Государство», то в любое государство можно сравнить с человеком. Если у человека нет денег, что вы ему посоветуете, чтобы улучшить его жизнь? Клянчить деньги? Продать свои вещи? Нет, вы скажете ему: иди, учись, получи диплом, устройся на работу. Так его жизнь станет лучше. Повышение уровня образования в регионе, повысится доход, появятся новые предприятия, повысится качество старых предприятий, появятся новые технологии, образованное сообщество поможет избавиться от предубеждений, сдерживающих развитие региона. Например, как нежелание строить химические заводы, страх перед атомной энергетикой и так далее. IT, как индустрия, без границ, идеально подходящая для Дальнего Востока из-за ее изолированности от центров, станет конкурентнее благодаря более квалифицированным кадрам. Как развивать образование на Дальнем Востоке? Больше инвестировать в образование, привлекать новых преподавателей высокими зарплатами и комфортным жильем. Чем-то похожим уже занимается программа привлечения молодых специалистов на Дальнем Востоке от Минвостока развития России и Агентства развития человеческого капитала. Оборудуют учреждения, строят новые учреждения, реформируют образование.
Образование формирует сложно из-за его консервативности, потому что знание редко меняется. E равно MC в квадрате всегда. Но как подавать информацию можно менять постоянно. Развитие гражданского общества также тесно связано с образованием, потому что средняя школа в первую очередь воспитание. Мы должны воспитывать людей, которые понимают, что они граждане этого общества, что они граждане Дальнего Востока, они должны быть патриотами, чтобы они не мусорили, ходили, улучшали свою среду, из-за чего повышалось качество жизни, из-за чего люди приходили на Дальний Восток. Я думаю, что и в 11 классе важно объяснять, почему мусорить на улице плохо, но подкрепляет уже статистика, научными исследованиями, соответствующим уровню развития детей. Закончить свою речь хотелось бы цитаты. Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди создают тяжелые времена. Так давайте же мы все вместе станем теми самыми сильными людьми, которые принесут наконец-то же на Дальний Восток хорошие времена. Спасибо за внимание. Участникам. Время. Всем добрый день. Меня зовут Светлана Лизана. Я являюсь студентом, а также работаю в Северо-Восточном федеральном университете. Дальний Восток – это, мне кажется, самый привлекательный округ, потому что здесь можно учиться, работать, да, трудиться, отдыхать и просто жить. У нас в регионе собраны самые лучшие сильные стороны. Это озеро Байкал, мировые океаны, народы, да, транспортные артерии, соседство государства на суше и на море, природные богатства и лучшие учебные заведения. Вообще, Дальневосточный федеральный округ не действует те же принципы и правила, что на остальной территории России, да, поэтому вообще слишком много особенностей, поэтому нам нужно развиваться очень ускоренно. Насколько я знаю, люди очень сильно хотят уехать вообще с родины, да, с своих регионов, потому что как студент, который окончил факультет иностранных языков, да, все мои однокурсники, они все говорят, то, что мы изучаем иностранные языки, чтобы уехать, быстрее выучиться и уехать. Я спрашиваю, почему? Они говорят, что вообще дороговизна жизни, низкий уровень, неблагоприятный климат и так далее. Но мне кажется, что сейчас вообще государство, да, сделало для нас все условия, чтобы мы спокойно, нормально проживали в наших регионах. Например, первое – это дальневосточный Италия, дальневосточная ипотека. Да? Вот, допустим, получив 10% ипотеку, очень, мне кажется, сейчас стало очень популярно, и мы видим, какой она стала сразу такой. Очень много барьеров было убрано. Да? А что касается дальневосточного гектара, я тоже сама семьей являюсь владельцем, да, дальневосточного гектара, и у меня есть знакомые, которые на базе своих гектаров сделали ферму, да, допустим. Они выиграли грант, построили ферму, получается там какие-то йогурты, вот эти сметаны и так далее, рогатый скот. Поэтому мне кажется, что вот на одном проекте они уже, у них уже 3 плюса в свою пользу. Что касается молодежи, как ранее уже было сказано, молодежь Дальнего Востока, она очень гибкая, очень мобильная. Я как человек, который очень активный в жизни, да, всегда участвую в всевозможных конкурсах, форумах и так далее, могу сказать, что молодежь у нас очень хорошая, очень такая работоспособная. Также очень важно вообще вовлечение молодежи в работу, мне кажется, массовой информации, также поддержка и взаимодействие, особенно вот с общественными организациями, потому что я сама тоже была участником многих общественных организаций, и мне кажется, вот вовлеченность, занятость человека именно чем-то, да, допустим, творчество, там, активная жизнь, спорт и так далее, очень мотивирует человека в дальнейшем. И я как человек, который работает, я вообще работаю специалистом в СВФУ, который занимается рекрутингом китайских студентов в наш университет. И получается, я окончила китайский язык, и я использую свой язык в пользу нашей родины тем, что, как сказала, уже занимаюсь рекрутингом китайских студентов, они приезжают в наш университет, учатся, некоторые даже остаются здесь жить, работать, да. Также тем, что мы сейчас уже занимаемся проектом традиционной медицины. В общем, все мы знаем, что Китай – это очень такая сильная, огромная страна, у которой есть возможности, и я сама не горю желанием, например, переехать в Китай. Я достаточно хорошо владею китайским языком, но я хочу именно вот свои знания использовать в пользу своей родины, да, получается, используя свои какие-то, не знаю, связи, какие-то свои знания, чтобы использовать какой-то, не знаю, бизнес здесь, какие-то новые проекты, планы и так далее. И я могу быть очень такой полезной для молодежи, которые хотят заниматься бизнесом, сотрудничеством с Китаем. Вот. Также
Также насчет туризма хотела бы уточнить. Очень было бы хорошо, если была бы виза, позволяющая туристам находиться в России более 10 дней, чтобы они могли путешествовать. Также установить трехлетнюю или 4-летний срок действия рабочих виз, допустим, да, потому что из-за этого встречают очень много проблем в процессе создания документов и так далее. Большое спасибо. Большое спасибо. Ализада может задать вопрос Ивану. Ага. Так, Иван. Так, было ли у вас желание когда-нибудь вообще уехать, переехать в Якутию? Да. И почему ты остался, если признать? Желание уехать у меня было, как у любого человека, который умеет выбирать между разными вариантами. Почему я остался? Я остался, потому что я патриот своей республики, потому что я понимаю, что республика может дать мне такие вещи, которые не может дать мне другой регион. Если скажете, что это риторика, я скажу, какие возможности дает Якутия, которые не дают другие страны. Во-первых, нет ничего более сильного, как человек, который находится на своей земле. Уйгуры, евреи это подтвердят. Второе, то, что, сложно это писать, это скорее что-то более духовное, то, что когда ты находишься на своей земле, ты уже чувствуешь то, что ты видишь конкретно, куда ты идешь, какие цели, какие вещи ты можешь изменить. И то, что твое детство протекло в этом месте, это уже меняет твое мировоззрение, потому что даже перейдя по другую сторону, ты всегда там остаешься чужаком. В любом случае. Вот мой ответ. Спасибо за ответ. И вопросы от экспертной комиссии. У меня только такое небольшое уточнение. В начале своего выступления вы сказали, чтобы привлечь людей на Дальний Восток, нужно повысить уровень жизни, у нас увеличится население. Но далее у вас идет сразу же идея, раскрываете тему по обучению. Интересно по уровню жизни. Что вы имеете в виду, что необходимо сделать уровень жизни, чтобы все прямо сюда приехали? Уровень жизни повышается, потому что люди, которые получают более лучшее образование, они занимаются благоустройством своего региона. Что вы имели в виду под улучшением, увеличением уровня жизни? Урбанистику внести, например, в планирование архитектурных городов, чтобы мусор убирали вовремя, чтобы менеджмент развивался тоже, получается, атомная энергетика, IT, чтобы, если развивается индустрия, денег становится больше, это чувствуют все. Это чувствуют все, потому что это отражается во всем. Газон появится везде, грубо говоря. Сейчас он у нас, получается, только вот РК Тумада стоит, потому что у них есть деньги в это предприятие. Да. Если предприятие с деньгами больше стали, они будут, грубо говоря, газон садить, люди будут ходить, им будет приятно гулять. И люди, которые, предприятия, бизнесы, которые имеют излишек дохода, они имеют свойство заниматься меценатством. То есть они будут помогать нам, благотворительством заниматься, озеленять город, облаготворять его, проводить какие-то мероприятия, на которые смогут люди приходить, с семьями отдыхать. Это все будет повышать уровень счастья населения. В самой вашей идее про обучение мы услышали, что необходимо изменить подход к обучению, а какие именно инструменты и что конкретно изменить хотели бы в сегодняшней программе обучения? Я могу кратко, тезисно разбросить, что я лично вижу как проблему в развитии именно образования Дальнего Востока, но я не знаю, что реклама мне позволит. Скажу так, что нынешняя система построена так, что у нас как раз таки утечка мозгов происходит, потом как она построена. Возьмем условного отличника, который учится в Иркутске. Да? Я не могу говорить про Дальний Восток, потому что я не разбираюсь в этом. В смысле, Владивосток, Иркутск. Человек очень умный, да? Он учится в каком-то условном РЛИ или будет поступать в элитную школу, физику, которую недавно открыли. И он там тоже тусуется, получается, среди своих элитных умных друзей. И они просто варятся в собственном соку, они никак свои мозги не расплескивают на окружающих людей. А как мы знаем, скажи мне, кто твой друг, скажу тебе, кто ты. Если эти люди не общаются ни с кем вокруг из местных, то каким образом их мозги утилизируются в нашем обществе? Никак. А что эти люди потом делают? Они сдают ЕГЭ по-русскому на 100 баллов, математику сдают ЕГЭ 100 баллов, уезжают в Москву, живут в Москве, потом вообще в Калтех, в Калифорнии может уезжать и так далее. И получается, человек родился в Иркутске, но по сути он не внес полный потенциал той пользы, которую он мог нам внести. Вот эта система, которая построена элитарная для образования, как я ее сейчас вижу, она вредит именно развитию общего человеческого капитала на Дальнем Востоке, Якутии конкретно. То же самое можно сказать про спорт, то, что у нас, получается, строят школу олимпийскую сделать, когда там талантливые ребята, там 5 человек в закрытом зале, тренируются и так далее, а основное население жиреет, получается. И как бы деньги идут на развитие спорта, но люди жирные все. Просто у нас есть 5 олимпийских чемпионов, да? Это же бред, я считаю. Большое спасибо. Регламент закончился, Иван. Теперь вы задаете вопрос.
к сожалению, 3 минуты закончились. Иван, давайте вопрос. Мой вопрос будет состоять так. Что может Дальний Восток дать Китаю, чего уже у Китая нет? Ну, вообще, насколько я знаю, в Китае есть все, но у нас так, насчет этого я, конечно, не придумала, никогда не думала, что в Китае нет, что есть у нас. Я могла бы сказать, что наша молодежь, да, допустим, у меня есть очень многие знакомые, которые едут в Китай на время стажироваться, да, допустим, на год или на 2 года максимум. Едут там учатся, кто хочет работает, и возвращается уже с новыми знаниями, уже с новыми проектами, планами, наверное, так. Да, потому что вообще, ну как, по своему опыту могу только так сказать, потому что я отучаюсь уже, ну, отучившись в Китае, у меня уже было другое мировоззрение, другой взгляд на жизнь. Вот. Большое спасибо. И 3 минуты, эксперты. Может, кто-то из Зума хочет задать вопрос, может высказать ответ. Вопросы в аудитории. Да, может, кто-то из Зума хочет спросить. Ну, давайте мне тогда такой вопрос по, опять же, Китаю, раз уж связано с китайским языком. Вы упомянули, что некоторые китайцы даже здесь остаются в Якутии, да, там, может быть, не навсегда, а продолжительное время. Какие у них, ну, может быть, они делились с вами, или сами вы считаете, есть причины для того, чтобы здесь, в таком довольно-таки сложном климате, не самой, скажем так, продвинутой инфраструктурой продолжать жить? Да, один вопрос очень много интересует, все очень интересуются, почему китайцы вообще приезжают сюда учиться, да. Я отвечу так. Им, во-первых, нравится воздух, да, воздух, которого нет в Китае. Во-вторых, им нравится отношение местных людей к ним, отношение, да, то есть они не чувствуют себя здесь чужими, ну, в частности, студенты, сколько я знаю, с студентами общаюсь, они чувствуют себя здесь чужими, в принципе. Также они говорят, что в России, в основном в России, заработная плата очень высокая по сравнению с Китаем. И, как вы знаете, в Китае конкуренция очень такая высокая, не все берут на работу, не все берут в университеты. И в этом плане им нравится вообще жить, работать, учиться в России. Zoom, есть вопросы к выступлению Ализаны? Можно спросить, они чувствуют или не чувствуют? Не чувствуют. Тогда мне вот краткий вопрос, поможет даже обоим участникам. Как вы считаете, низкая конкурентность, о которой вы сейчас упомянули, это плюс или минус для развития Дальнего Востока? Может быть, даже неправильно сказал, что для развития это, конечно, минус. Для привлечения сюда квалифицированных кадров и вообще людей. Я считаю, что низкая конкурентность – это всегда минус, и нет ситуации, в которой это может быть плюсом. Я понимаю, как можно подумать, что вот, типа, здесь низкая конкуренция, я труду, я там всех развалю, я выиграю, но все равно вы, когда станете первым, вам уже некуда будет расти, потому что вы будете ограничены вообще общим развитием региона. Поэтому конкуренция должна быть высокой, мы должны ее обеспечить всегда. Потому что если нет интереса соревноваться, человек не развивается, это научно доказано. Поэтому нет, это всегда плохо. Мой ответ таков, что тоже, опять же, по китайским студентам возьму. То есть в Китае они учатся с утра до вечера, потому что у них высокая конкурентность, они понимают, что они, если сейчас будут делать домашнее задание, да, допустим, грубо говоря, то они не окончат университет. А у нас как? А у нас, ну, как не как наоборот, допустим, мы все равно думаем в глубине души, то, что мы все равно закончим университет, все равно найду работу, там мне мама найдет, отец найдет и так далее. В этом плане те, у кого есть высокая конкуренция, они всегда развиваются, да, всегда в развитии, всегда в совершенствовании, всегда вот учатся и учатся. Да, в этом плане они, да. Хорошо, вы уложились как раз таки в регламент. Большое спасибо. Второй панель участников. Следующие у нас участники под номером 3. Участники под номером 3.
Кто хочет выступить первым? Михаил, да? Ваши 4 минуты пойдут прямо сейчас. Всем добрый вечер, уважаемые эксперты, участники. Знаете, сегодня мы знаем, что наша молодежь уже не ищет себе оправданий и не ждет наиболее подходящего момента, чтобы начать что-то делать. Оправданий можно найти много, но главное браться за дело и достигать результатов. Сегодня численность молодых людей на Дальнем Востоке составляет примерно более 4 миллионов человек. Это огромная аудитория, состоящая из молодых ученых, предпринимателей, студентов, школьников, молодых врачей. И все мы должны вместе понимать, что развитие Дальнего Востока, реализация его уникального экономического, геополитического потенциала, природных потенциалов является одним из важнейших общенациональных задач. Вот наша главная задача – это объединить усилия и создать единую базу общественных инициатив и внедрять государственные проекты. Наша общая цель – это создать привлекательность нашего Дальнего Востока, в котором можно учиться, жить, работать, любить свой край. И вот мои предложения, мой пакет идей, я бы так сказал, мой пакет идей. Несколько у меня идей хотел бы озвучить. Программа «Дальневосточный студент». Привлечение студентов на обучение на Дальнем Востоке, конечно же, есть преференции, предоставляется скидка на обучение только студентам центровуза. То есть мы приглашаем студентов центровузов с предоставлением скидки на обучение. Это может касаться только бакалавриатов или магистрантов. Вторая идея – это можно ввести в законодательном уровне, перевести столицу России на одном из городов Дальнего Востока на 5 лет. Просто представить, как быстро за 5 лет город преобразится, за 5 лет. Третья идея – это вот создание уникальных туристических комплексов на городах Дальнего Востока, с учетом их специфических особенностей и, конечно же, богатой колоссальной истории. Четвертая идея – это организация Дальневосточного форума, называется «Дальний Восток. Площадка развития». Приглашаем всех блогеров нашей страны, самых популярных, приглашаем всех блогеров, создаем площадку для креатива, творчества, широкой, развлекательной и туристической программы для блогеров. То есть давайте представим, что вот блогер приезжает, вот у нас форум, они снимают у себя сторис, это получается уже как реклама Дальнего Востока практически. Вот все эти идеи, я твердо уверен, что это можно все реализовать, воплотить, это наша общая надежда. С этой верой мы высечем из глыбы отчаяния в камень надежды. С этой верой мы будем вместе бороться вместе, учиться вместе, работать вместе. И, конечно же, будем вместе уже говорить и скандировать, что Дальний Восток – это сила и простор, Дальний Восток – это перспектива для каждого. Все-таки у всех есть власть, чтобы сделать открытие, власть, чтобы сделать других людей счастливыми, жизнь – прекрасное приключение, где у молодых людей будет будущее, а у пожилых – стабильность. Будем бороться за разумие мира, где наука и прогресс будут залогами всеобщего счастья. Вместе мы сила. Уруй! 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 Спасибо. Следующий. Здравствуйте, меня зовут Попова Анастасия, я являюсь студентом медицинского института. Дальний Восток России, здесь начинается утро страны. Поэтому на Дальнем Востоке попадаешь в будущее, живешь, опережая время. Просторы, которые открываются взгляду, зовут в дорогу на берега полноводных рек и еще непокоренные вершины. Наша земля богата не только по структурному потенциалу и природным ресурсам, но и людьми, перспективными и идейными. Развитие Дальнего Востока для молодежи полны перспектив во многих отраслях. Неуклонно развивается образование, медицина, наука. Для развития молодежи хотела бы отметить именно волонтерство. Согласно социологическим исследованиям, количество волонтеров с января увеличилось в 2 раза. Я думаю, этот год стал настоящим толчком для прогресса не только медицины, но и науки в целом, а также для того, чтобы дать понять людям, что на добровольческих началах лежит фундамент многих проектов. Запускаются различные программы, тема волонтерства становится естественной частью жизни. Но на тему волонтерства мы еще вернемся, а сейчас поговорим о дальневосточном гектаре и ипотеке.
Вот целью программы «Дальневосточный гектар» является развитие территорий Дальнего Востока, предоставление местным жителям дополнительных возможностей и стимулов для жизни в регионе. Вот само развитие Дальнего Востока это определено президентом как одна из приоритетных задач на весь 21 век. Наиболее серьезное препятствие на пути ее реализации, как ранее говорили, это отрицательная демография в ряд, Дальневосточном федеральном округе. И в рамках национального проекта была запущена та самая программа «Дальневосточная ипотека», суть которой состоит в предоставлении льготных кредитов на покупку и строительство жилья молодым семьям. А теперь вопрос. Почему же программа «Дальневосточный гектар» и ипотека пока полностью не решает свои задачи? Ответ таков. И ответ кроется в наших телефонах. Это недостаточная информативность людей о красотах и возможностях на Дальнем Востоке. Тут опять же вернемся к волонтерству. В этой сфере добровольчества можно начать реализовать многие проекты, форумы различных уровней, приглашать гостей из других регионов. Так же, как мой оппонент говорил, делать форумы не только какие-либо сферы медицины и так далее, а также медиа, форумы, чтобы приглашать различных начинающих блогеров, чтобы они снимали сторисы. Конечно же, мы можем начать сами, с самого небольшого. Например, даже сейчас я могу начать «Жить на Дальнем Востоке», хэштег, поделиться. И небольшой текст, и, возможно, этот хэштег или такое название, небольшой флешмоб станет небольшим толчком, чтобы показать людям, что жить на Дальнем Востоке это перспективно, что Дальний Восток богат, красив. И я уверена, что Сибирь, Якутия, Дальний Восток станет местом, где мы все вместе должны сделать новый большой центр роста, притяжения, даже регион притяжения, можно так сказать, куда будет модно ехать, особенно для молодежи. И в конце я хочу сказать, что Дальний Восток – это мы, это люди. И поэтому все в наших руках, так что дерзайте. Большое спасибо за речь. И теперь Анастасия задает вопрос. Вот у меня возник такой небольшой вопрос. У вас есть, как вы сказали, пакет проектов, да? С чего вы хотели бы начать? Именно первый ваш шаг. С чего начать? Для реализации? Да, для реализации. Ну, конечно, это были как предложения, как идеи, но если, например, взяться мне, например, если буду заниматься сам, то, конечно, я бы начал бы заниматься, скорее всего, Дальневосточным форумом организации. С привлечением блогеров это интересно. Мне всегда нравилось организовывать форумы, семинары и различные мероприятия. Это ближе. А так, вот, по-моему, ответил. Остальные такие глобальные, на самом деле, такие идеи, поэтому вот это более-менее такая сайт. Спасибо. Хорошо, спасибо. И теперь эксперты по Zoom, эксперты здесь могут задать вопрос. Михаил, ну, во-первых, вы фамилию свою не назвали, да? Озвучите? Михаил Донской. Донской, спасибо. Вы тезисно озвучили 4 пакета ваших идей, но я так понимаю, что пакет, наверное, более глобальный. Так как вы были ограничены в рамках во времени, наверняка просто что-то не вошло. Есть те идеи, которые сейчас не были озвучены, но вы считаете, что они тоже наиболее важны для реализации вашей программы? Которые не вошли? Не вошли в ваши 4 идеи. Пакет, я так понимаю, он должен быть более обширным. То есть имеется в виду с начинкой внутренней, то есть со смысловой. Можно с тезисами, что бы вы хотели еще предложить, помимо тех 4 пунктов, которые вы озвучили. Помимо этих. Ну, честно говоря, идей было много, но я не успел записать. А так были идеи, конечно. Сейчас не вспомню, наверное, честно говоря. И готовы будете дополнить еще? Дополнить. Сейчас. Нет. У меня вопрос к Кириллу. Какие, скажем так, меры сейчас уже как бы более приземленные, реальные, да, вот, вы бы, ну, давайте назовем 3 меры для развития села.
То есть мы уже говорили о городской среде, то, что здесь нужно инфраструктура, еще какие-то начинки, да, скажем так. Это, в смысле, это, в принципе, везде так. А вот село, оно в такой большой 3 миллионов квадратной территории, у нас оно здесь просто утопает, вы все это знаете, всякие свои родственники, знакомые, которые, ну, скажем так, если не стремятся переехать в город, но точно не расцветает. И вот, на ваш взгляд, какие меры можно принять сейчас для того, чтобы село в долгосрочной, может быть, в краткосрочной перспективе могло развиваться? Сюда. А вот уже существующие меры господдержки, это вот является настоящей реальной поддержкой и помощью для молодежи. Сейчас в электронном виде, по сути, ты можешь выделить землю, получить 1 бесплатный гектар для собственного. Помимо в принципе, это в деревне взять гектар, да и землю, да, это небольшая проблема. А именно существующих проблем, которые нынешняя политика государства пока еще не внедрила. Может быть, у вас какая-то идея, ну, пускай она хорошая идея. Ну, скорее всего, развитие бизнеса вот, в сельской местности, агропромышленности. Вот, мне кажется, самые важные тенденции вот, агропромышленность, сельский бизнес. Вот это вот надо развивать, скорее всего. Ну, а так уже существующие, из несуществующих я не могу уже добавить. Вот уже это сказал. Спасибо. Так, ну, регламент как раз закончился, 3 минуты ровно. И теперь вы задаете вопрос Анастасии. Анастасия, каким ты видишь Дальний Восток в перспективе через 10 лет, скажем? Ну, Дальний Восток, как я вижу, неуклонно развивается. И я думаю, что именно вот конкурс даже «Авангард Дальнего Востока» — это тоже небольшой толчок в развитии. Если смотреть в дальнейших, через 10 лет, то надеюсь, что акселерация уже прекратится, и ну, сложно говорить наверняка, как будет в будущем, но только в сторону развития, только вперед. Спасибо. Ну, хорошо, большое спасибо. И теперь эксперты задают вопросы. Эксперты, Zoom, может, у вас сейчас есть вопросы? То есть, я правильно понимаю, вы уже сейчас являетесь волонтером? Да, являюсь волонтером-медиком. Ну, да. Именно в направлении медицины, правильно? Ну, да. Вы являетесь участником какого-то отряда или сами организовываете что-то, какие-то мероприятия и привлекаете туда людей и какие-то акции устраиваете по вашему деянию? Ну, сначала, когда я была во 2-м курсе, ну, конечно же, было только если куда зовут, туда иду. А сейчас уже сами организовываем мероприятия. Так как сейчас уже дистанционно перешло, мы делаем различные квесты, квизы через платформу Zoom. И сами проводим, и организовываем, ищем людей и так далее. У меня вопрос по волонтерству. На ваш взгляд, какие наиболее успешные регионы России, вот, наверное, вы контактируете со своими коллегами, да? А если даже лучше будет, если вы скажете про регионы Дальнего Востока, где волонтерство, скажем так, наиболее развитое и может служить, например, и каким образом происходит? Именно на Дальнем Востоке или по всей России? Ну, если есть пример на Дальнем Востоке, хорошо, если нет, то просто опыт вашего общения с коллегами. Ну, конечно же, на Дальнем Востоке есть Амурский регион. Он очень хорошо развит именно медики-волонтеры. Их очень хорошо поддерживает само государство, ну, как бы, сам регион, само правительство их хорошо поддерживает. И у всех на слуху. Поэтому мы тоже стараемся добиться, чтобы люди понимали, что волонтерство — это не только что-то делать, и, ну, какую-то работу выполнять, а
волонтерство во всех отраслях. Это может быть медиа, как я уже ранее говорила, волонтеры Победы, волонтеры, медики, их очень много, если посмотреть. Спасибо. Спасибо. Как раз регламент. И поаплодируем нашей просьба подойти четвертую пару. И выбрать, кто из вас будет первым выступать. Мы уже выбрали. Все хорошо. 4 минуты. Не забудьте представиться, и время пошло. Добрый день. Меня зовут Евгений Амбросий, я являюсь сотрудником Центра по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. Я сейчас не буду говорить о том, что Дальний Восток – это самый лучший регион. Это и самый лучший опыт, извиняюсь. Потому что мы сами знаем, в каком прекрасном месте мы живем, и только доказали только что мои коллеги. Спасибо вам большое за это. Мы собрались здесь, на Дальневосточной земле, чтобы поговорить о развитии нашего района. Извиняюсь, округа. Дальний Восток составляет более 40% территории всей нашей страны. Это особое место, близость к Азиатско-Тихоокеанскому региону, логистические преимущества, обширные природные богатства и нетронутая природа дает уникальные возможности для создания и развития абсолютно разных проектов. Благодаря выгодному экономико-географическому расположению Дальний Восток России имеет особое значение в отношениях России и стран азиатско-тихоокеанских регионов. На Дальнем Востоке находятся крупнейшие месторождения угля, алмазов, нефти и газа, полиметаллов мирового значения. Наличие перечисленных ресурсов образует мощнейшую базу для организации новых масштабных производственных проектов. Вот это представьте, это огромная территория. Извините. Я волнуюсь, конечно. Вот это представьте, это огромная территория возможностей с колоссальным количеством людей с добрым сердцем. Потому что, мне кажется, доброе сердце не дает людям замерзать сибирские морозы. Вот просто вот так. Тем не менее, я сейчас немного расскажу про немаловажную часть развития на Дальнем Востоке – это добровольчество. Так как я сам являюсь непосредственно сотрудником и Центра по работе с волонтерами, я хорошо знаю вот это вот добровольчество изнутри, как оно все устроено. Я могу сказать, что на Дальнем Востоке очень хорошо развито добровольчество. Например, как в Красноярском крае. Универсиада, огромное мероприятие, прошло с огромным количеством положительных эмоций. Практически не было там никаких, извиняюсь, слова скандалов. Да, не было скандалов просто-напросто, да. И я могу сказать то, что по всей России сейчас идет всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе», где Дальний Восток отличается количеством заявок выполненных, количеством социальной помощи, адресной помощи. Это Владимир Владимирович Путин отметил, что самое огромное количество добровольцев находится на Дальнем Востоке. И это немаловажно. То есть молодежь у нас не застаивается, она работает во благо своей родины. Я могу поспорить с некоторыми выступавшими насчет этого. По всей республике Саха-Якутия было выполнено более 20 тысяч заявок за весь период коронавирусной инфекции. Это более чем моя. Столько сильных и недушных людей в своем крае есть. Спасибо большое за внимание. И следующий оппонент. У вас 4 минуты. Добрый вечер, меня зовут Федоров Алексей, я студент 3-го курса Северо-Восточного федерального университета, филологического факультета, и также я будущий специалист по рекламе, который собирается жить и работать на Дальнем Востоке. При вопросе, какой же он наш Дальний Восток, мы непременно вспоминаем природу, богатство полезных ископаемых, суровый климат, культуру и самобытность народов. Но для меня Дальний Восток – это бурно развивающаяся экономическая площадка с большими перспективами. Новейшая история дальневосточного региона началась около 7 лет назад, когда по поручению президента правительство утвердило государственную программу социально-экономического развития ДВФО.
Также Владимир Путин в том же году объявил о том, что Дальний Восток становится национальным приоритетом на весь 21 век. Безусловно, после этих слов были созданы многие площадки, были созданы многие инстанции, но для бурного развития стоял очень такой непростой ключевой фактор, который будет сдерживать все это. Это, конечно же, то, что наше население сокращается на 0,5% в год. Вообще, по запланированным проектам инвестиционным, в скором будущем на Дальневосточном регионе будут создано 130 новых рабочих мест, и это означает о том, что Дальневосточный федеральный округ в скором времени будет, может столкнуться с проблемой нехватки квалифицированных кадров. Что же для этого делает наше правительство и какие меры он предпринимает? Ну, конечно же, за 7 лет после того, как была принята программа, мы знаем о территориях опережающего развития, которые сейчас в 11 субъектах Дальневосточного федерального округа. Мы знаем о свободном порту Владивосток, сейчас их 5 штук, можно сказать. Конечно же, дальневосточный гектар, в рамках которого мы можем получить не только бесплатную землю, но и воспользоваться льготными условиями в каждом регионе отдельно, смотря от геополитической принадлежности. Например, это гранты на создание малого бизнеса, на создание и ведение хозяйства, развитие животноводческой фермы и возможности компенсации расходов на переезд. Недавно была принята программа «Дальневосточная ипотека» для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар» по 2% годовых на весь срок кредитования. Безусловно, существуют и другие программы поддержки на уровне каждого субъекта, и каждый предприниматель, который воспользовался дальневосточными льготами, он софинансирует строительство социально значимых объектов для населения нашей республики, а также для населения Дальнего Востока нашей страны. Дальний Восток – это территория, которая уверенно становится специальной экономической зоной. Но на данный момент мы не можем ее сравнивать с другими мировыми экономическими зонами, так как мы находимся на начальном этапе запуска, настройки и условий привлечения инвестиций. По моему мнению, субъектам необходимо начинать развивать молодежную политику, поддерживать молодых специалистов, развивать образование и, конечно же, туризм. Туризм мы должны развивать, так как пандемия коронавируса показала нам о том, что сейчас очень востребованно является внутренний туризм. Люди хотят видеть и узнавать свою республику и свой Дальний Восток, но, к сожалению, во многих местах инфраструктура этого не позволяет. Наша Якутия является флагманом развития молодежной политики, так как администрация понимает, что молодежь является главным богатством, а не природные ископаемые. Спасибо. И, соответственно, вы задаете вопрос Евгению. И минута пошла. Евгений, добрый день. У меня вопрос. Ты сказал, что ты занимаешься волонтерским движением, и мне бы хотелось узнать, что нужно сделать для дальнейшего развития волонтерства в нашей республике, потому что, как мы все знаем, суровый климат, он сближает людей, и наши люди, конечно же, намного отзывчивее, чем в других субъектах нашей страны. Что нужно для развития волонтерского движения, для того, чтобы это стало чем-то большим? Добровольчество – это и уже есть что-то большее. Это не просто дело, которое вот прям вышел на улицу и сделал какое-то дело. Это не добровольчество. Тот человек, который считает себя добровольцем, это тот человек, который вот уже понял смысл жизни. Он знает, какой он на самом деле. Он знает, что он делает. Это не просто действие. Это уже осмысленные какие-то вот... Ну ладно, действия, осмысленные действия, можно сказать. Это осмысленные такие вот большие шажки человека к развитию самого себя. Не будет развития республики, пока ты не начнешь с самого себя. Вот так сказать. Все. Большое спасибо. 3 минуты. Уважаемые эксперты, можете задавать вопросы. Евгений, я услышала тему про добровольческие отряды, но не услышала идеи и посыла. В чем заключается ваш посыл, что необходимо развивать? Какая у вас идея вашего отряда?
По идее, ладно, по идее, да, Дальний Восток развивается очень быстрыми темпами. На самом деле. Просто это надо понять. Ну, как было 100 лет назад, сейчас Дальний Восток развивается очень быстрыми темпами. Я сейчас это понимаю и не вижу ни практически никаких минусов. Меня, по идее, все устраивает. И те минусы, которые я мог сказать уже мои коллеги. И, ну, просто больше ничего говорить. Хорошо. Еще, может быть, вопросы есть? Вопросы, может, тех, кто находится удаленно от нас? И там вопросы. Так, я вижу. Хорошо. Тогда давайте вы задаете вопросы Алексею. У него есть. Вы сами являетесь студентом СВПУ. Да. И вам нравится самоуправление, студенческое самоуправление СВПУ? В какой организации вы состоите? И это как-то развивает вас, вот именно вас? Я являюсь председателем студенческого профсоюза филологического факультета. Мы входим в первичную профсоюзную организацию студентов, которая занимается в первую очередь развитием студентов, которые в будущем будут являться специалистами нашей республики. И у ППОС есть 3 очень хорошие цели. Это первое, это, конечно же, связано с профсоюзом, это защита прав и представление законных интересов членов профсоюза. Вторая, это содействие и самореализация студентов всего университета. И третье, это, конечно же, сейчас не дайте, пожалуйста, собрать, это развитие досуга и досуг студентов. Ну, то есть мы занимаемся непосредственно организацией мероприятий, а также занимаемся организацией различных форумов и собраний, на которых мы объединяем активную молодежь. Мы хотим, чтобы они в дальнейшем оставались здесь работать, и как бы создаем уже коллектив, который учился вместе в разных институтах и может в будущем друг другу помочь. Это только студенты СВПУ. Да, это честно. И, соответственно, 3 минуты от экспертного вопроса. Алексей. Алексей, вы очень много про себя рассказали, очень даже заинтересовали. Вы учитесь на биологическом, тоже Да, говорите биологическом. Да? Я учусь на филологическом. Филологическом, да. Слышала, извиняюсь. Плюс реклама. Ну, тогда понятно, потому что у меня была разная биология и реклама. Когда вопрос снимаю, вот вы учитесь в СМПУ, и вы наверняка в кухне ваших студентов много разговариваете о том, кто хочет остаться на Дальнем Востоке, а кто хотел бы переехать. Много ли людей, студентов, хотят после окончания вуза переехать в другие районы? И что вы бы готовы были сказать таким студентам для того, чтобы они остались? Благодарю за ваш вопрос. Вообще, до того, как я подготовил свое выступление, я сделал маленький социологический опрос на Инстаграм-площадке своем личном. И там я узнал о том, что многие ребята хотят уехать из-за дороговизны жизни, из-за небольших доходов. То есть средняя зарплата почему-то не устраивает наших молодых специалистов некоторых. Ну и, конечно, это же неблагоприятный климат. Остальные 19% это уже по собственным причинам. Я думаю о том, что все равно тенденция того, что ребята уезжают, она сохранилась, но она с каждым годом становится все меньше благодаря именно таким ребятам, как мы, здесь собравшиеся, потому что мы уже начинаем агитировать в пользу того, чтобы здесь ребята оставались. Ну и, конечно же, это благодаря молодежной политике и молодежным программам, которые делает администрация нашей республики. Вы можете уточнить, что делает администрация нашей республики? Администрация нашей республики является авангардом в развитии молодежной политики, так как, ну давайте возьмем российские студенческие отряды. При Егоре Борисове во время его руководства российские студенческие отряды именно в Якутске, они получили поддержку со стороны государства, ну, то есть нашей республики они получили финансирование, благодаря чему многие студенты сейчас летом трудоустраиваются и уезжают работать здесь, на Дальнем Востоке, специалистами, то есть непосредственно еще проходят практику. Могу сказать еще о том, что первый заместитель министра Александр Сысоев в свое время, когда был депутатом в Тюмени, ввел несколько законов региональных о том, чтобы поддерживать
молодых специалистов на нашу молодежь. Поэтому, я думаю, это ощутимые, достаточно такие, ощутимая поддержка. Также я могу сказать о новом конкурсе, не о новом конкурсе, а конкурсе, который сейчас будет буквально через 2 недели проводиться. Это «Таланты Якутии», который направлен также на развитие и обучение молодых специалистов нашей Якутии, чтобы они непосредственно возвращались сюда и исполняли кадровый голод нашего. Хорошо, как раз уложились в регламент. Большое спасибо 4-й паре. 5-я пара, это у нас прекрасная дама. Да? И ваш регламент 4 минуты, кто будет начинать? Хорошо. 4 минуты пойдет по вашей готовности. И время пошло. Добрый вечер, уважаемые члены комиссии, слушатели и участники. Меня зовут Вопросная Евдокия. И я начну с того, что развитие Дальнего Востока – задача общенационального масштаба. Это укрепление экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей. Это важный, безусловный приоритет для нас. Наша республика активно осваивает программу «Дальневосточный гектар», ипотека как создание благоприятных условий для рождения детей, строительство жилья, формирование комфортной жилой среды и освоение сельскохозяйственных земель. Для решения самого острого для молодежи жилищного вопроса несомненным лидером является дальневосточная ипотека по всему региону. Благодаря таким беспрецедентным решениям молодые дальневосточники будут оставаться на родной земле, а молодежь со всей страны будет стремиться к нам. Основные условия получения ипотеки – это первое, молодые семьи до 35 лет, покупка квартир в первичном рынке, а также для строительства дома или покупки участка и постройки жилого дома. В программе можно участвовать только однократно, то есть только один раз. С программой дальневосточной ипотеки и с ее началом воспользования многих молодых семей, что послужило укреплению социального статуса и повышению качества жизни. Но сейчас есть тенденция увеличения цены за квадратный метр жилья в Якутске. Также, думаю, стоит рассмотреть варианты рефинансирования ипотечной ставки для многодетных семей, которые успели купить квартиру, оформить ипотеку до реализации программы доверия. Также для удобства и получения максимально корректной информации по заявленным квартирам хотелось бы иметь общую площадку для поиска оптимального варианта жилья по всему Дальнему Востоку. Не только в Якутии, а по всему региону. Так как соискатели дальневосточных квартир сталкиваются с проблемой единого портала поиска жилья, тем более сейчас эта тема очень актуальна. Сейчас все переходит на онлайн-пользование, работу и поиск. И также такая система могла бы помочь для поиска работы и кадров среди молодежи. У меня все. Добрый день, уважаемая экспертная комиссия, участники. Меня зовут Валентина Сметанина, я являюсь специалистом Центра по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. Я хочу вот в контексте своего выступления раскрыть тему такое событийное волонтерство как социальный лифт молодежи Дальнего Востока. Вот. Давайте вот рассмотрим понятие волонтер. Кто такой волонтер? Волонтер – это человек, который помогает на безвозмездной основе, работает во благо общественно полезным целям. Событийное волонтерство, что это такое? Да? В последние годы волонтерство набирает очень много, большое развитие, получается, и появились очень много направлений, таких как волонтеры культуры, победы, медики, волонтеры-экологи, волонтеры-спасатели и так далее. А событийное волонтерство, что это такое? Да? Событийное волонтерство – это волонтер во время каких-то вот крупных мероприятий, крупных именно спортивных, культурных, концертов, может быть, либо же выставок.
Событийное волонтерство начинало развиваться в нашей республике 2011 года, в момент подготовки к пятым международным спортивным играм Дети Азии. Тогда только среди молодежи стало популярным вопрос, кто такой волонтер, что они делают на играх, да. И в этом контексте с 2011 года наш центр появился и начал развивать волонтерство, событийное волонтерство в Республике Саха-Якутия. В 2012 году на играх в Дети Азии работало более 1000 волонтеров. Ребята показали уже очень высокий уровень подготовки. Мероприятие прошло благодаря волонтерам на высшем уровне. С 2016 года я являюсь волонтером. Тоже, как и все молодые ребята моего возраста, я тоже горела желанием стать волонтером на Детях Азии. Что меня привлекало? Конечно же, меня привлекало общение с зарубежными ребятами, спортсменами, которые приехали к нам в город участвовать, общаться с ними, общаться с другими своими сверстниками-волонтерами, узнать много, изучить английский язык. Это было моей целью, вот что я преследовала в волонтерской деятельности. Волонтерство дало мне в 2016 году не только опыт общения с иностранными гостями, но и я развивалась как человек, а именно свой барьер, свой какой-то круг общения я расширила, стала более открытой, много знала, хотела помогать, и это дало мне большой толчок для работы над собой, получается. Событийное волонтерство сейчас очень развивается на Дальнем Востоке, именно привлекая волонтеров к международным всероссийским уровням мероприятиям. Например, вот в Красноярске прошла универсиада. Туда набирались волонтеры со всех регионов России, не только России, но и привлекались и иностранные ребята. Также в прошлом году в Южно-Сахалинске прошли первые зимние игры Дети Азии. Туда тоже привлекались очень много иностранных волонтеров и волонтеры из России. Это дает для волонтеров, для молодежи развитие soft skills, много контактов, общения и развития. И теперь можете задать вопросы. Я бы хотела задать такой вопрос, почему стало молодежи очень много пассивных людей? Почему среди молодежи очень много пассивных людей? Стало ленивых. Стало ленивых. Почему, да? Какие проблемы и как мы можем это решить? Ну, первое, это и самый огромный фактор, это зависимость от телефонов, мне кажется. Второе, это отсутствие желания развиваться у человека. И третье, это у молодежи, которые не активны, да, очень скучная общественная жизнь. Как мы можем это решить? Да? Они могут подойти к нам в волонтерский корпус, записаться на какие-то иные мероприятия. Мы проводим интеллектуальные игры через Zoom, проводим акции, викторины. И, конечно же, вот они могут попробовать себя в роли событийного волонтера. Это даст им толчок развития, даст какие-то впечатления, чтобы развиваться, даст общение с людьми, и кругозор знаний расширится. Хорошо, большое спасибо. И 3 минуты вопросы от эксперта. Добрый день, коллеги. Слышно меня, да? Да, хорошо слышно. Ага. Добрый день, коллеги, дорогие участники. Меня зовут Ильин Александр, являюсь проректором Северо-Восточного федерального университета. У меня сижу, слушаю, и
Ну, решил все-таки задать этот вопрос. Все участники говорят про меры поддержки, про инструменты, начиная от дальневосточного гектара, заканчивая дальневосточной 2% ипотекой. И многие говорят о том, что не очень эффективно они работают, эти меры поддержки. Хотелось бы узнать у участников еще какие меры поддержки, сервисы, инструменты помогли бы остаться, во-первых, самим дальневосточникам, которые проживают на территории федерального округа, и притянули бы кадры из других регионов, из других федеральных округов. Вопрос такой. Можете повторить вопрос? Ну, давайте повторим вопрос. То есть, как я понимаю, вопрос, какие еще дополнительные меры, кроме озвученных уже на этих дебатах, вы можете предложить или озвучить? И примеры с других, может быть, регионов. Нет, вопрос. Сейчас, чтобы, да, интересно. Молодые ребята могут участвовать в всероссийских грантовых конкурсах. Такие конкурсы проводит Росмолодежь, Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов, Фонд Потанина и многие другие. Что дает участие в грантовом проекте? Через грантовый проект можно решить одну из социальных проблем. Наверное, у каждого волонтера, у каждого молодого человека, у молодежи есть, каждая молодежь отмечает для себя социальные проблемы своего региона. И через призму социальных проблем они могут выбрать один проект, например, «Бродячие собаки», да, и написать грант, чтобы стало меньше бродячих собак в городе, чтобы велась работа чтобы люди обращались к животным более ответственно, проводить такую социальную работу через грантовые проекты. Ребята, я извиняюсь, что я перебиваю. Слышно меня, да? Да, слышно. Вопрос в другом. Какие еще помимо существующих государственных таких мер поддержки развития Дальнего Востока, думаете, еще нужны? Из несуществующих новые какие меры нужны? Помимо этих, как думаете? Что нужно поддерживать? Вот, например, дальневосточный гектар, дальневосточная ипотека, вот грантовая поддержка, создание территории опережающего развития и так далее. Вот еще что нужно, чтобы Дальний Восток развивался? Ваше предположение, вот давайте пофантазируем. Нужна еще, мне кажется, чтобы неработающая молодежь, чтобы была поддержка именно для профориентации для неработающего населения молодежи. Чтобы была какая-то профориентационная работа среди неработающего населения, отправлять их на стажировки, на учебу куда-то, либо привлекать их к волонтерской деятельности. И через волонтерство вы не только в городе Якутске можете быть волонтером, но и через другие программы поехать в другие регионы Дальнего Востока, чтобы развивать и творить добро и решить социальные проблемы одного из регионов. Например, в Республике Бурятия есть проект «За чистый Байкал». В течение лета, с мая по август, набираются волонтеры, они все живут на территории Байкала, и они очищают берег от мусора, получается. Это тоже такая работа хорошая для волонтеров. Им оплачивается и проезд, и питание, и они только собирают мусор. Хорошо, регламент. И теперь вы задаете вопрос. Нет, хотелось бы послушать Валентину ответ. Это Валентина ответила. Да, Валентина ответила, и сейчас Евдокия. Хорошо. Ну, по моему мнению, помимо государственной программы,
Самое важное – это самозанятость молодого человека, чтобы он не сидел и в телефоне, не дома. Поэтому я предлагаю такие программы, как занятость, трудоустройство, новые программы для таких программ, как работа.ру, подработки, или может найти новую программу, найти или сделать программу, которая будет помогать таким людям, которые интроверты, они не могут выходить на связь, они не могут прийти, посмотреть, написать заявление, хочу поступить куда-то в волонтерство. Очень много людей, которые в себе не очень уверены. Поэтому хотелось бы такие онлайн-программы, которые ты можешь написать о себе, и тебя направят куда-то. Например, ты хорошо владеешь языками, тебя в иностранный департамент, или, может, спорт, культура, чем ты увлекаешься. Помощь трудоустройства, в общем, да? Да, помощь с трудоустройством и для досуга тоже. Не только для трудоустройства, а для себя. Хорошо. Так, время есть, Валентина, можете задать свой вопрос. У меня вот такой вопрос. Как ты видишь именно развитие дальневосточного гектара и Республики, что не так, как приобрел себе дальневосточный гектар, и все, через 5 лет срока кончил, и все. А как ты видишь именно развитие туризма, какого-то блендинга, как ты видишь вот, развитие программы дальневосточного гектара в Республике? На самом деле, дальневосточный гектар очень хорошая программа именно для нас, северян, чтобы развивать сельскую местность, агрономию, агроинженерию, и чтобы она была на самом деле очень много таких минусов и плюсов. Плюсов – это большая территория на одного человека, однако ты можешь приобрести ее и начать работать, сразу реализовать себя. А минусу, к сожалению, у нас там сети нету, света, газа, и человеку очень сложно начать сразу работать на нем. Поэтому хотелось бы эту программу посмотреть еще раз и территорию хорошо обозначить, чтобы там была и свет, там был и свет, и газ, или может построить какие-то микрорайоны для гектара, как дачные сезоны, может быть, как Саптал у нас есть, да, который но уже по дальневосточному гектару. Хорошо, такие как раз время закончилось. И на этом пятая пара наша садится, аплодисменты. Самый интересный и долгожданный участник – это Иванов Денис Алексеевич, он участвует из Дума. Вы нас слышите? Слышно, да? Слышно? Да. Ага. Всем привет, меня зовут Иванов Денис, являюсь магистрантом Арктического государственного агротехнологического университета по зоотехнии. В общем, если спросить, как я вижу развитие Дальнего Востока, то я думаю, нужно зацикливаться на развитии сельских территорий. Именно в особенности Республики Саха-Якутия, так как больше 35% от общего населения по данным 2018 года проживает в сельских территориях. И чтобы развить село, нужно задумываться, что именно пойдет, что ассоциируется село, с чем именно ассоциируется. Оно ассоциируется с развитием сельского хозяйства. И чтобы это как бы получилось, нам необходимо, ну, то есть это как бы лично моя утопия получается, чтобы на каждом селе создавались коворкинг-центры в виде точки кипения. Как я знаю, наши коллеги с ОНО «Индустрия будущего» уже открыли
коворкинг-центр Цайды в Жимконе. Типа такого нужно сделать. И в каждом селе уже нужно продвигать программу территории опережающего развития так, чтобы местные жители, то есть у местных жителей было побольше возможностей сделать свой бизнес, начать. То есть без налога на имущество, без налога на земельные участки и так далее. И желательно, чтобы на этих территориях была низкая цена на как бы на воду, на электричество, особенно на ГСМ, чтобы, например, литр горючего продавали не за 40 рублей, а за 23 рубля. И вся эта цель, чтобы создать локальную экономику в каждом селе. Думаю, это главная причина, по которой у нас до сих пор проблемы. И как бы, если посмотреть на прошлое, на историю, да, то после отмены крепостного права в конце XIX века такая же проблема была и в те времена, и у нас такая же проблема. То есть у нас как бы произошел развал СССР, а в те времена отмена крепостного права, и все не знали, как, что делать. И какова же наша ошибка, наших руководителей, в том, что они все раздавали частникам, все земли раздали, и как бы получается, что большинство они не сработались, а большинство все перепродали, все заводы закрылись, и из-за этого у нас экономика упала. Вот если чисто посмотреть по сельскому хозяйству, то по сравнению с советским временем и нынешним у нас обрабатывается очень мало земли, то есть выращивается очень мало кормов, очень мало голов, и тем самым очень мало у нас молочной продукции, и тем самым сократились большое количество рабочих мест. И что же как бы в сельской местности, чем можно заниматься? То это чисто сельским хозяйством, и другой выбор это чисто как бы занимать место в бюджетных организациях. Ну, как бы и все. Такие проблемы у нас есть. Все озвучил, по-моему. Ну и как бы кстати, чуть не забыл, по программам Дальневосточного гектара, я думаю, это это очень хорошая программа, но если задуматься, то большинство людей, например, молодые семьи и так далее, будут как бы приобретать эти гектары, чтобы чисто построить для себя дачные участки, чтобы сделать дачные участки, и используя программу по 2%. И какова же наша задача? Не только, чтобы они воспользовались этим. У нас состоит задача в том, чтобы увеличить число, то есть увеличить демографию нашей республики и Дальнего Востока. И... Денис, регламент 2 секунд. Ага, хорошо. Ну, в общем, нужно развивать Дальний Восток с помощью создания локальных экономик на сельских территориях. Все. Большое спасибо. Так как у вас нет абонента, я задам вам вопрос. И меня интересует такой вопрос, что вы говорите, сельское хозяйство нужно развивать. Как вы считаете, может ли наше сельское хозяйство конкурировать? Потому что цена аргентинского мяса в городе Якутске килограмм 300 рублей, а якутского 350, ну, даже 250 аргентинское стоит. Может ли наше конкурировать или нет? Чтобы добиться того, чтобы наша продукция, наше местное производство конкурировало не только с другими регионами нашей страны, но и за рубежом, нужно зацикливаться именно на научных открытиях, на научных доказательствах. Как вы сами понимаете, у нас температура варьируется чисто по науке, да, варьируется, то есть зимой у нас минус 50, летом плюс 40. Тогда у нас общее число вариационных вот этих температур составляет 90 градусов. И при в коротком лете у нас как бы растут
самые витаминизированные растения. И тем самым у нас как бы коровы это едят, все как бы идет, и тем самым получается у нас самая чистая продукция и самая качественная получается. И нужно именно рекламировать вот эту часть. Нужна хорошая реклама, доказанная и слаженная работа. Хорошо, И соблюдение всех норм безопасности. И 3 минуты задают вопросы эксперты. Денис, добрый день. Подскажите, как вы считаете, что сегодня мешает развиваться сельскому хозяйству? Повторите, пожалуйста, связь прервалась. Что сегодня мешает развиваться сельскому хозяйству в Якутии непосредственно? Я скажу так. Самая главная проблема в сельском хозяйстве – это топливо. Ну, как бы я сам со второго курса, то есть я недавно окончил бакалавриат, я со второго курса уже начал реализацию посева овсяной смеси для республиканского зоопарка Ортедайду. Сперва начали 6,5 гектаров, и на данный момент этот проект увеличился, и сейчас посевы идут на 40 гектаров. Вот понимаете, и все технологические карты и все расчеты я выполнял сам. И самая большая проблема и самый большой минус лежит именно в топливе. У нас очень высокая цена на топливо. И тем самым у нас как бы идет, мы должны задуматься над сокращением вот этих затрат с трудовыми затратами, то есть получается. И тем самым сразу производители, то есть мы смотрим на самую как бы дешевый вид материала, дешевый вид работы, и как бы чисто из-за этого у нас получается все наперекосяк идет, и максимум 3-4 года продержится, и уже все. Вот. У нас очень высокая цена на топливо. Спасибо. Угу. Давайте я задам еще вопрос, поскольку один участник, да. Денис, вот подскажите, пожалуйста, любопытно узнать, как у представителя сферы агросферы, да, как вы считаете, взаимодействие села, вообще вот этих аграрных районов республики с крупными промышленными предприятиями, оно идет во благо? И если да, то какие могут быть меры со стороны и сельского населения, и промышленных предприятий для того, чтобы развивать регион, и для того, чтобы, возможно, трудоустраивать там людей и привлекать новых сотрудников? Ну, если вы спрашиваете, все ли это во благо идет, то я скажу, да, это идет во благо. С древнейших времен и до нашего времени, особенно в рыночной экономике, без меценатства у нас все не так будет развиваться. Как мы все понимаем, наше государство, Российская Федерация, уже не так эффективно обеспечивает, как в советское время получается. И у нас в данное время лежит проблема именно в малых количествах вот этих меценатов, производителей, которые могли бы обеспечивать бесплатное обучение за рубежом, везде, где угодно, чтобы дети развивались, чтобы создать нормальные условия для проживания будущих специалистов и даже для нормального обеспечения средних заработных плат. Как мы все знаем, у нас заработные платы в среднем в селе сколько? 25-30 тысяч рублей. И вот я в прошлом году ездил в Алтайский край, там был завод Башкари, и мы вместе с генеральным директором данного предприятия ездили по селам. То есть он располагался на одном большом районе, и мы ездили по селам. И данное предприятие и данный человек обеспечивал молодых специалистов новыми домами вообще бесплатно. Одно условие, что они проработают у него 5 лет, и у них как бы уже двухэтажный коттедж у них есть, получается.
И помимо этого, вот этот меценат для них построил Ледовый дворец, там еще несколько школ, детских площадок, гостиниц, и все, чтобы это село развивалось. И как бы, если смотреть чисто как предприниматель, да, чисто как бизнесмен, чтобы как бы получить хороший товар, хорошее производство, хороший валовый продукт, нужно, чтобы твой персонал был в отличном состоянии. Чтобы этого добиться, нужно обеспечить всем, чем нужно. И как бы все. Хорошо, как раз и регламент закончился. Ну, на этом, получается... У меня вопрос задать, да? Ну, у нас, к сожалению, ну, если никто не Ну, такой быстрый вопрос. Мы все понимаем, ну, может быть вопрос сложный, Денис, вот способы формирования бюджета муниципального образования. Есть налоговые доходы бюджета, есть неналоговые доходы, они делятся. Вот вы предлагаете снизить налоги до нуля, ну, вот как на территориях опережающего развития по федеральному законодательству. И вот вопрос в чем? За счет чего можно возобновить эти доходы муниципального образования? Садить полностью на дотацию или как? Если мы сократим, то есть отменим вот эти налоги на имущество, то у нас появится возможность развития вот этих предприятий будущих, да, и они через 5-6 лет, они могут приносить много денег, реальную прибыль. И тем самым данная сумма денег уже будет тратиться именно в местных вот этих магазинах, везде, где угодно, именно в этой территории. То есть, получается, мы будем обеспечивать данные затраты именно с увеличением реального дохода населения. Это все будет компенсироваться. То есть за счет дохода НДФЛ, счет НДФЛ, так? В будущем. Да. Угу. Спасибо. За счет увеличения реального дохода. Большое спасибо. Как вы обратили внимание, он даже дистанционно в маске находится, да? Ну, Анна и Дарья проводят вас в комнату, и вы там посовещаетесь и, соответственно, сделаете выводы. У нас 10-минутный перерыв, и можете чуть-чуть отдохнуть. Без себя бы как я могла узнать, что твоих судьба может так связать, что нет лучше и важней самых близких моих людей. До конца с тобой я хочу идти, в темноте твоей узнавать шаги, и пройдя весь этот путь, на твоем плече и ночь, мой свет, и дождь, ты миг, и век, мой любимый человек, ты мой свет, и тень, мой побег и плен, ты миг, и век, мой любимый человек. Be
вот тебе ночью, да вот тебе ночью. На память все оставляя, это не точно. Ведь пока так красиво и вечно как хочется. Но если тебе не со мной, то счастливо. Передавай привет одиночеству. Я же знаю, что мой дом, где душа уместится. Кто в него войдет потом в остальные месяцы. Пусть решает наш апрель эту паранойю. Будет ли свести сирень, не будешь ли со мною? Будет ли со мною? Теперь у меня есть ты. 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 Сегодня ехать куда-то так лень. Американо, дым сигарет. Именно так наступает апрель. Вот уже несколько лет. Сегодня просто побуду в постели. Самые ценные вещи просты. Все точно так, как и в прошлом апреле. Теперь у меня есть ты. 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 О, мата-мата, Хари, рисуешь картины на воде, как яркие краски тают нежно тайным все. Когда мы не вместе, молчит вода, и плавится чувство голыми пальцами провода. Если наборешь ты, скоро будешь что? Жизнь она не ждет, все наоборот, так как хочешь ты, головой кружись. Тебе лучше знать все свои мечты. Ты как солнце, всем приятно, слишком близко сгораю, сгораю. Больно колет там, где сердце свое платье снимаю, снимаю. Я танцую до упаду ночь, как мы отдыхали. Думаю, смогу тебе помочь. Ночь мы отдыхали. Мата-мата, Хари. Мы сами не знаем, как должно быть. Разбить или склеить, или тебя сильнее любить. Не смешивая краски, дрожит рука. Мы в мире огромном одни остаемся до утра. Если наборешь ты, скоро будешь тут. Жизнь она не ждет, все наоборот, так как хочешь ты, головой кружись. Тебе лучше знать все свои мечты. Ты как солнце, всем приятно, слишком близко сгораю, сгораю. Больно колет там, где сердце свое платье снимаю, снимаю. Я танцую до упаду ночь, как мы отдыхали. Думаю, смогу тебе помочь. Ночь мы отдыхали. О, мата-мата, Хари. О, мата-мата, Хари. Танцы всю ночь, меня держи, не отпускай. Вместе со мной мои движения повторяй. Я танцую до упаду ночь, как мы отдыхали. Думаю, смогу тебе помочь. О, мата-мата, Хари. В камине в 6 утра
Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды таять. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра
в стройотрядах работал, и в профсоюзном комитете первичной профсоюзной организации студентов довелось поработать, да, и сейчас я работаю преподавателем в авиационном училище, и мне так отрадно видеть, что так много молодежи очень хорошо говорит, потому что если мы посмотрим на другие регионы, как я видел, да, то у нас очень сильный регион, у нас очень хорошие ребята, все по 3-4 минуты выступают, у всех есть хорошие вопросы, хороший кейс, и очень светлые и правильные мысли, и хотелось бы, чтобы вы не ощущали себя конкурентами, да, какими-то врагами друг другу, не желали ходить по головам, а были наоборот, вот как волонтеры, да, наши говорят, давайте все вместе, дружно, поддерживать друг друга, и только тогда наш регион будет развиваться, да, надеюсь, это не пустые слова будут, а что я хочу остаться здесь, работать всю жизнь, да, чтобы это действительно так было. И нам с вами, да, вот здесь сидящим ребятам, как я опять же говорил, мы пионеры, авангард нашей республики. И мы все время будем видеться на всех мероприятиях. Надеюсь, когда коронавирусная инфекция закончится, да. В последующем, надеюсь, многих из вас увидеть в правительстве республики, да, там какие-то ключевые должности занимающие, или открывшие там бизнес, или возглавившие какие-то крупные акционерные общества, да, и там в последующем нужно помогать друг другу и прежде всего развивать нашу республику, да, наш край, потому что, как вы видите, у нас очень много талантливой молодежи, и как раз таки, так как я работаю в сфере образования, самообразовывайтесь, да, всегда учитесь чему-то новому, никогда не останавливайтесь и никогда не думайте, что я знаю все обо всем, я раскрылся полностью в этом деле. Нет, вы всегда должны самосовершенствоваться. Да? Ну, на этом я, наверное, все. Да? И все-таки, я думал, ближе закончится моя речь, да? Но она и придет. Спаситель в виде эксперта, а он все не идет. Да? Ну, ладно. Может, кто хочет рассказать какие-нибудь шутки, там, не знаю. Может, кто-то хочет продолжить, там, у кого-то идеи какие-то есть, или там он хочет прорекламировать свой Инстаграм, или у кого мероприятия ближайшие есть. А можно спросить, да? Да, конечно. А подписывать, говорили, что... Давайте, тут очень хороший хэштег был предложен Анастасией, да? Как он был? Жить на Дальнем Востоке. Жить на Дальнем Востоке. Давайте жить на Дальнем Востоке, используем этот хэштег, ну и как-то пропиарим его, будет интересно, да? Может, будет достаточно много публикаций. Вам что хочется? Я бы хотел сказать, что вот сегодня мы играем в дебаты. Если кому-то из вас понравилась играть в дебаты, то я приглашаю вас купить клуб дебатов «Северный путем» по клуб. Нас вы можете найти в Инстаграме, если просто напишите «Северный пантеон». Ну, все, спасибо. Соглашение. По поводу соглашений, да, там по поводу соглашений мне сказали, что после всего мероприятия это подписать. Вроде как. И сертификаты раздадут, но не сейчас. Но не сейчас, тоже сказали, потом раздадут. Потом подходить за ними, да? Да. У меня с вами связи никакой, кстати, нет. У меня с тобой есть. Да, ну, с кем-то более или менее есть контакт, да? Можно, да, вы сказали про мероприятия какие-либо Да, ближайшие, да. можно сказать. У нас, ну вот как сказать, 7 часов и через пару минут будет мероприятие «Медиквиз». Но он проходит каждую неделю, в неделю по 2 раза на различные темы. Сегодня у нас будет тема по мультикам. Мы благодаря квизам, вот через платформу Zoom, играючи, рассказываем о профилактике каких-либо заболеваний. Сегодня у нас в рамках легочного здоровья. И вот, играя по мультикам, между слайдами мы немножко рассказываем о профилактике и каких-либо заболеваний. Вот. Если вам стало интересно, то можете нас найти в Инстаграме. Мы сохранены как MediQuiz
ЕКТ. Там будет в шапке профиля как бы на сайт ссылка, и можете там зарегистрироваться на ближайший квиз. У нас квизы всегда бесплатные, интересные, и, конечно же, будут призы. Спасибо. Она начала. Здравствуйте еще раз. Еще раз. Я преподаватель Затайского техникума. Я человек такой не заинтересованный, условно, да? По большей части посторонний, скажем так. Мне очень понравилось, что действительно молодежи у нас много, такой думающей, говорящей, и которая хочет изменить наше будущее. Совет вам, вы, не совет, так. Я заметила, что в вопросах и в пожеланиях, как самые последние, никто не говорил про налоги и про тарифы на горючее и прочее. Вот только вот магистрант последний, он человек, видимо, более старший и уже более такой опытный по жизни. Ребятки, если вы поедете, кто-то из вас равно поедет, да, на эту учебу, поднимите вопрос о снижении налоговой нагрузки в нашем регионе. Так как у нас очень холодно, жить чуть-чуть по-другому как бы не должны. У нас действительно горючее самое дорогое, налоги такие же, как в России, а жизнь у нас немножко тяжелее. Вы с этим согласны? Да. Вы просто вот с этим не сталкивались. А я как взрослый человек, кто-то не знает. Давайте я тоже скажу. Что? Ну, тоже я взрослый человек. Я не агитирую, я просто вот, может быть, мы так достучимся до правительства. У нас есть открытая платформа сейчас, да? И можно достучаться вот до активной молодежи. Видеограф. Ну, я, во-первых, видеограф, являюсь режиссером. Да. Да. И я просто из-за безысходности пришел сюда, чтобы снять это мероприятие. И я не знаю, что тут происходит. И происходит то, что якобы какие-то противодействия технологии, да, или что-то. Нет, это авангард, да, форум талантливой молодежи, и победители поедут отстаивать там интересы республики, уже Они поедут учиться. Да, учиться. Доводить свою точку зрения. Нет, это... Они на 2 дня. На 2 дня. На обучение. Да. Обучение молодежи. Да. И сертификат. Например, вы же все студенты, все абсолютно студенты. Вы сейчас после студенчества, как бы не работаете, не официантом, не этим, да? Или просто работали там на месте время, на ну вот, после учебы начнется взрослая жизнь. Вот. И, во-первых, вам надо перевести, соответственно, другого. Это через ипотеку или какие-то субсидии. Но то, что вы сейчас выставили субсидии, я вообще, если честно, охренел. Не знаете, да? Нет, я как бы знаю, но это, по сути, по факту неправда. Это у меня как раз таки есть как бы 2% ипотека, но они повысили как бы себестоимость на 18%. То есть это страховой. Вот. И все строительные компании, у нас не государственные строительные компании, как вы понимаете, у нас все частники. Вот Тумс, и многие другие, Стройком и далее. И после того, как узнали, что будет 2% ставка, как бы для ипотеки, они все повысили как бы себестоимость. Квадратного метра? Да, это очень часто наблюдается действительно в частных банках. И какую бы программу мы ни вводили, частный сектор капиталистический, он все равно будет менять под свои условия, потому что застройщикам становится невыгодно продавать. Тот же самый метр жилья в каком-то определенном количестве денег, банкам невыгодно становится отдавать за это деньги. То есть
брать субсидии от государства, 2% делать, они все равно будут повышать, поэтому с этим нужно уже бороться на другом уровне. И дальневосточная ипотека сама по себе программа хорошая, но реализация ее... Частный сектор свое. Да, частный сектор все равно будет диктовать свои условия, потому что им Свое нужно... возьмут. Вот. Поэтому вам Нет, сложно. просто это то, что такая возможность появилась, я простыми словами скажу, как человек, который со стороны, что этому можно получить без никаких страданий и так далее, просто сразу с нуля на самом. А когда было до этого, там, было там, хоть какую-то часть была оплачена, и как, ну, это субсидии и вообще какие-то девайсы. Вот. Но сейчас, просто вот такая вот функция есть, сейчас можно все функции паспорт взять, я как бы даже показать, сколько вы зарабатываете в месяц, и все, вы уже можете на завтрашний день, и так как это быстрое время, все получить. Нет, Но... вы понимаете, я много лет была предпринимателем. Это было не вчера, и не позавчера, и даже не прошлое. В то время предпринимателю было очень сложно. Нам банки вообще ничего не давали, нам не шли навстречу. Я на детей собственных не могла никаких условий оформить. Сейчас чуть-чуть поворачиваю. Сейчас повернулись, в принципе, поэтому мы можем и кредиты взять, и ипотеку коммерческую. Стало гораздо легче. Разница, что было раньше и что сейчас. А это не объясняет, что мы становимся современными, так сказать, глобально? Ну, что делать? Сейчас хотя бы стало легче. Когда я была молодой, это было не вчера и не позавчера, ипотеки это было вообще, это что-то неслыханное. Нельзя было ее взять вообще. Сейчас можно. Сейчас молодые люди. Ну что делать? Они же не все берут ее на 27 лет, они ее возьмут на 27, на 23 года. Они ее, большинство выплатят. Им родители помогут, там бабушки, дедушки. Все равно они выплатят ее за 10 лет. В наше время этого не было. Спасибо, что есть, ну, я не знаю, почему там, по 18, я не знаю, 10%, 11%, по-моему, все. Ну, 2 не знаю, 2 возможно есть. А чем вам не нравится? Извините, что вмешиваюсь. Так, работой, коммуникации нет. Вот эти 20 лет и так далее, это называется коммуникация. Девушка не могла сказать, Валя? Да, не тянут. Ну, ничего страшного. Лично я могу взять. Там, где нет этого, есть на солнечные эти батареи. Сейчас у нас есть спутниковый интернет. Мне даже за благо будет. Если далеко, и его отвалят. У меня есть, допустим, лично у меня есть идеи и прочее. Сережа я с собой возьму напарника. Время учится. Да. Нет, не, да. С тебя ипотека, с меня бизнес поедет. Да? Поэтому сейчас все возможности есть для молодежи. Нужно только мозги, руки, желания. Все. Правильно? И знания, которые вы получите всегда в мире. Держайте действительно. Поэтому не знаю, что было раньше и что сейчас. Это две большие разницы. Вот. Да. Если хочешь продолжить дискуссию, я все равно ждем. Я настаиваю на своей слове. Что хочется сказать? Ну, не знаю, ну, сидящие здесь, либо меня лично знают, либо хозяйком рекламы. Я являюсь режиссером рекламы, и как бы тесно связан с русским кино. И вот, и я как бы тоже предприниматель, так сказать, и очень тесно связан с предпринимателями, какие у них вообще какие-то акции, действия, что будет происходить, без маркетологической стратегии и так далее. Мы обязаны это знать. И сейчас как бы из-за коронавируса, из-за пандемии у нас у всех как бы сократилось там, ну, вообще зарплаты и так далее. И сейчас как бы, сейчас на данное время, я думаю, есть такое слово самозанятые люди. Самозанятые. У нас 60% работников по республике это все самозанятые люди. А 40% там, ну, государственные и так далее, и у них есть как бы поддержка. Но у нас как бы у самозанятых, даже если взять фотографов, видеографов, у них нет. Хорошо.
Ладно. Ну, такой маленький разговор был, так сказать, да, и сейчас, получается, Сергей Егорович подведет итоги, скажет свое заключительное слово. И хотел бы сказать, что уточнить, вернее, то, что победители будут подписывать соглашение, да, вот, ну, сейчас все озвучит Сергей. Так, конечно, выбирать всегда тяжело, но здесь хорошо, что сухие цифры были, поэтому не знаешь. Единственное, что итог, конечно, он как бы такой, в принципе, логичный, а с другой стороны, все понравились, все хорошие. Вот. Ну, давайте без долгой прелюдии объявлю победителей нашего конкурса. И, как вы знаете, их должно быть 5. Давайте я начну с конца. 5-е место по баллам. Да, я просто объявляю, да. Потом уже как бы заключите соглашение. Вот, 4-е место Иванов Денис. Он здесь? Ага, хорошо. Поздравляю. 3-е место Донской Михаил. 2-е место Харлампев Сергей. 1-е место Федоров Алексей. Спасибо всем за участие. Кто не прошел, не огорчайтесь. Вот, как я уже вначале сказал, это всего лишь один из этапов вашей жизни. И, главное участие. Очень было интересно. Я думаю, что эксперты все оценили. Вот мы с Натальей Валерьевной, Наталья Валерьевна Шпурнова в крупной промышленной организации. Вообще она эксперт, можно сказать, даже сторонний. Она приехала сюда как квалифицированный специалист по кадрам из Лондона, из Москвы, поэтому у нее большой опыт в определении компетенции, амбициозности и так далее. Поэтому, ну, надеюсь, наши оценки были объективными. Желаю вам всем удачи. Те, кто прошел, возможно, мы с вами еще увидимся. Мы обязательно с вами, конечно, увидимся онлайн, потому что вы уже будете отрабатывать материалы по итогам своего тренинга, да? Но, может быть, очно еще где-нибудь встретимся на каких-то мероприятиях. Будем работать с крупнейшими работодателями Якутии. Все, спасибо. Ребята, можно еще общее у вас? Чисто участие. Раз, два, три, еще раз. Сделайте вот так. Раз, два, три. Раз.